Доброе утро, телеканал Якутия-24, НВК Саха. Утро вторника, 1 ноября. Встречаем вместе с «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. Всю эту неделю вместе с вами настраиваемся на хороший плодотворный день, а хорошее настроение мы вам организуем. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы. В связи с этим ожидаем в нашей студии старшего судебного пристава, капитана внутренней службы. Пообщаемся о профессии, о некоторых нюансах. Затронем актуальную тему взыскания алиментов с мобилизованных граждан. Также затронем тему межрегионального градозащитного форума «Лидеры ВОИПК» вместе с Александром Дьяконовым, представителем общества охраны памятников. Приготовим легкий и полезный завтрак, узнаем, как артисты из Якутии выступили в военных частях в поддержку мобилизованных. Также обсудим, во сколько обойдутся путешествия по России на новогодние праздники. И побываем сегодня мы и также в музее Верхоянска. И это еще не все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, и в ближайшие 56 минут вам будет обязательно интересно. Ну, пока вы спали, что же произошло за это время? Сегодня 1 ноября, это новый месяц, новые какие-то поправки в законах. Среди нововведений, к примеру, ограничения с этого дня вывоза красной икры непромышленного производства с Камчатки. Увезти можно будет не более 10 килограммов на человека за один авиарейс. Ограничение призвано ограничить продажу браконьерской продукции. Оно будет действовать до августа 2025 года. Ко 2 ноября спортивные объекты должны быть оснащены оборудованием для считывания штрих-кодов FAN-ID, то есть электронных паспортов болельщика. Также установлены требования к системе, непосредственной системе контроля доступа. Целая спасательная операция развернулась в селе Тамтор Долголахского наслега, где коневоды вызволили из ледяной реки лошадь, которая провалилась под лед. Один из мужчин снял происходящее на видео. Очевидно, что лошадь вышла на неокрепший лед и стала заложницей ледяного плена. На помощь ей пришли местные жители, которые в целях профилактики проводят ежедневные рейды на местной реке. Стоит отметить, что рейды дают положительные результаты. Операция по спасению животного завершилась благополучно. Ну а вот так радуется панда Ума из китайского зоопарка. Радуется она первому снегу. Работники зоопарка, в принципе, знали, какой будет реакция бамбукового медведя, поэтому держали камеры наготове. Ну, оказывается, панды могут быть очень активными, если настроение, так сказать, попадется. Но, думаю, если бы панда попала сегодня в нашу республику, то вряд ли бы радовалась она именно так. Хотя, с другой стороны, нам всем бы не помешало поучиться у вот этой красавицы Умы просто жизнерадостности, радоваться мелочам, радоваться вот каким-то таким явлениям природы, которые для нас кажется уже обыденность. И, возможно, в этом и секрет хорошего настроения ежедневного кроется. Вот такая погода в китайском зоопарке, а мы сейчас поговорим о том, какая погода в Якутии нас сегодня может ожидать. В центральных районах Якутии сегодня от 0 до минус 15, в Заречной группе минус 20, минус 6. В Вилюйской группе минус 9, минус 10, в южных районах минус 7, минус 8. В Нижнеленских от минус 20 до минус 14, в западных 9-11 ниже нуля. В Колымо-Индигирской группе улусов 34-21 с отрицательным значением, в Янских минус 34, минус 22. На северо-западе минус 18, минус 14. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 13 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха минус 11, минус 9. На календаре, как уже сказали, сегодня 1 ноября. Согласно народным поверьям, в этот день запрещается отказывать тем, кто нуждается в милостыне. Считается, что из-за этого можно весь следующий год прожить в нищете.
Также в этот день нельзя стирать. В народе говорили, что человек, который наденет постиранную сегодня одежду, притянет к себе несчастье. Наконец, следует избегать конфликтных ситуаций, ссор и обид. Прислушиваться к приметам или нет — дело каждого. Я вот предлагаю вам такой интерактив. У нас есть номер, куда вы можете отправлять свои сообщения: 8 914 273 4488. Вот ответьте на вопрос, верите ли вы в приметы или нет. Я вот, например, делаю это выборочно, но знаю одно, что если, к примеру, вечером не вынести мусор из квартиры, то неприятный запах в квартире обеспечен. Про приметы поговорили. Какими еще событиями сегодняшний день отметился, узнаем прямо сейчас. На календаре 1 ноября. Сегодня отмечают Международный день вегана, День гадания на кофейной гуще, День судебного пристава в России. По народному календарю Иванов день. На Руси в этот день провожали осень и встречали зиму. Начинались настоящие морозы, наблюдали за погодой. Если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную. Если случалась оттепель, следующая весна обещала быть теплой. Это день в истории. В 1999 году на воду спущен крейсер «Варяг». Крейсер «Варяг» — легенда русского флота. Он был построен на судостроительной верфи Уильям Крамп и сыновья в Филадельфии по заказу Российской империи. По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных. Он стал самым быстроходным крейсером российского флота. В 1941 году, 1 ноября, в Якутске закончено строительство нового здания Русского драматического театра. Двухэтажное деревянное здание театра по проекту архитектора Подымахина на 450 мест было построено в кратчайшие сроки коллективом Якутстройтреста. В 1944 году завершилась битва за Полярье во время Великой Отечественной войны. Боевые действия во время Великой Отечественной войны, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Пицама на Баренцевом, Белом и Карском морях, шли между Советским Союзом при поддержке британских войск и немецкими и финскими войсками. Изгнав фашистские войска из Киркенеса, Советский Союз добился того, что действия немецких ВМС на советских северных коммуникациях были ограничены. К тому же Германия лишилась возможности получать никелевую руду. А в 1990 году в Советском Союзе был введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. В СССР доллар перестал стоить 63 копейки. Был введен коммерческий курс рубля. Новый курс в 1 рубль 80 копеек за 1 доллар появился согласно указу президента Советского Союза Михаила Горбачева о введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка. А в 1997 году начал свое вещание общероссийский государственный телеканал «Культура». Цель телеканала – восстановление культурно-просветительской и воспитательной функции государственного телевидения в Российской Федерации. Также в этот день создана Общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время она носит название Военный учебный научный центр сухопутных войск. Общевойсковая ордена Жукова академии вооруженных сил Российской Федерации. Она является ведущим учебно-методическим и научным центром в системе военного образования России. Ее основное предназначение – подготовка высококвалифицированных офицеров с высшим военным и высшим военно-специальным образованием. Сегодня родились в 1578 году Дмитрий Пожарский, русский военный и политический деятель, национальный герой России. В 1889 году Павел Гоенкис, советский инженер, кораблестроитель, создатель торпедных катеров. В 1908 году Анатолий Кубацкий, советский актер театра и кино, герой советских киносказок. Именины сегодня у Дмитрия, Ивана, Леонтия, Михаила, Николая, Павла, Петра, Сергея и Феликса.
В российском календаре, в принципе, так сложились ноябрьские даты, что свои профессиональные праздники отмечают ряд служб правоохранительной системы. А вот именно 1 ноября с 2009 года официально по указу президента установлен День судебного пристава. О сегодняшнем дне службы расскажет начальник Якутского межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств Управления ФССП России по Республике Саха-Якутия, старший судебный пристав, капитан внутренней службы Наталья Терехова. Наталья Ивановна, в первую очередь поздравляю вас, всех Спасибо. ваших коллег, всех судебных приставов, работающих на территории республики обязательно. И поговорим непосредственно о службе. Понятно, что в первую очередь вроде как стоит суд, но какой бы ни была эффективная работа судов самих, без судебных приставов, без тех, кто контролирует исполнение этих производств, предписаний и так далее, в принципе, мало бы что получилось. Как сегодня обстоят вообще дела внутри службы, как она работает? Спасибо. Да, первостепенная задача судебного пристава-исполнителя – это своевременное и законное исполнение судебных решений. Да, вы правильно отметили, что суд принимает решения, а их претворяем в жизнь мы, судебные приставы-исполнители. Да? И тут хочу отметить, что в городе Якутске имеется 3 отделения судебных приставов. Это Якутский городской отдел судебных приставов, который занимается взысканием с юридических и физических лиц в пользу предприятий ЖКХ, кредитные, а также иные взыскания в пользу юридических, а также физических лиц. Да? Потом отдел по исполнению постановлений налоговых органов и штрафов ГИБДД. И отделение, которым непосредственно я возглавляю, это Якутское межрайонное отделение по исполнению особо важных исполнительных производств. В самом названии отделения, наверное, это лежит, что особо важные исполнительные производства. Это, конечно, очень сложная категория исполнительных производств. Это уголовные штрафы, которые назначены за совершенное преступление, в том числе коррупционной направленности, ущербы, которые причинены в результате преступных деяний, либо смерть, ДТП, алиментные платежи на содержание несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных родителей. К сожалению, есть такое, что родители подают на своих детей на взыскание алиментов. И это конфискат драгоценных металлов, сырья в доход государства, вселение в жилые помещения, потом принудительное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, предоставление жилья гражданам, а также в том числе детям-сиротам. Такие сложные категории исполнительных производств именно исполняются в нашем отделении. Говоря, кстати, про взыскание алиментов, никогда не представлял, что, оказывается, это считается, получается, сложные поручения, скажем так. Да. Важные. Наталья Ивановна, сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу, уважаемые телезрители, и после нее вернемся, продолжим говорить о работе судебных приставов. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Добычу серебра до 60 тонн увеличили в этом году в Якутии. По итогам 9 месяцев добыли почти 60,5 тонн серебра. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Мы снова идем на рекорд по добыче, что повлияет не только на социально-экономическое развитие районов, где разрабатывается месторождение, но и всей республики, отмечал ранее глава Якутии А.С. Николаев. Общий объем добычи серебра увеличен за счет работы на территории региона 2 крупных предприятий. Осенняя призывная кампания в стране начинается сегодня. Новобранцев не будут привлекать к спецоперации. Так, к работе приступят свыше 2500 призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов России. Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до 5 месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.
С начала мобилизации специалисты республиканской психологической помощи оказали поддержку 2300 гражданам. Это индивидуальная беседа с близкими мобилизованных, групповой тренинг. Также психологическая поддержка доступна круглосуточно по линии телефона доверия. Ведут работу с матерями бойцов. Во время индивидуального разговора психологи методом арт-терапии снимают напряжение, острые психоэмоциональные состояния. Групповые виды работы сейчас проводятся через арт-терапию. То есть это работа через краски, рисование, лепка. И когда женщины это делают, они сами себя осознают. То есть в конце, когда вот они видят продукт свой, они начинают на эту тему рассуждать и начинают понимать свое состояние. И нам важно, чтобы состояние было устойчивым у родителей, потому что когда у родителей появляется устойчивое, хорошее состояние, родители очень хорошо, мама очень хорошо влияет на своего сына, который находится там. Борьбу с особо опасными болезнями животных усилят. Увеличены штрафы за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, а также за попытки скрыть падеж скота во время карантина. Такой закон вступил в силу. Так, штрафы за сокрытие фактов внезапной гибели или массовых заболеваний животных для граждан составляют от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч и для юридических лиц до 150 тысяч рублей. Якутия получит дополнительно 1 миллиард рублей на повышение зарплат медицинского персонала и врачей. По прогнозу Министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей. Кабинет для пациентов, готовящихся к пересадке печени, откроют в Якутии. Необходимость такой службы обсуждалась в Минздраве с участием представителей сообществ «Здоровая печень» и «Надежда на будущее». На открытии такого централизованного кабинета пациенты, перенесшие пересадку печени, настаивали давно. После сложнейшей операции пациенты должны находиться под постоянным наблюдением врачей, которым предстоит контролировать их иммунитет, чтобы предотвратить отторжение органа. Известно, что специализированный кабинет для реципиентов печени будет открыт в Республиканской больнице номер 1 в Национальном центре медицины. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой мы начали разговаривать о работе судебных приставов. Сегодня профессиональный праздник работников этой службы. И в гостях у нас Наталья Терехова, начальник Якутского межрайонного отделения управления ФССП России по республике, старший судебный пристав, капитан внутренней службы Наталья Ивановна. Поговорили мы о том, чем занимается, какими производствами занимается ваше отделение. Вообще расскажите, как долго вы в службе работаете, сколько человек сегодня работает в отделении вашем по особо важному? Ну, я работаю с 1999 года. Можно сказать, вся сознательная жизнь прошла в службе. Ну, я начинала секретарем машинисткой. Тогда называлась Кобяйского подразделения судебных приставов номер 13. Тогда мы еще к Министерству юстиции Российской Федерации относились. Ну, а потом через год стала судебным приставом исполнителем. Ну, и вот так можно сказать, что с низов начала. Возглавляем в моем отделении, подразделении непосредственно у нас 32 по штатной численности. Это получается 15 судебных пристав-исполнителей, которые непосредственно исполняют решение суда, 3 судебных пристава по розыску, и 8 дознавателей, это то есть, которые расследуют, возбуждают уголовные дела. Ну и, соответственно, без канцелярии мы никуда, поэтому у нас 3 специалиста-эксперта, которые именно занимаются у нас входящей, исходящей корреспонденцией. Ну и наш тоже один из основных работников – это специалист-эксперт по ведению депозитного счета. То есть через наше отделение проходит очень много денег взыскателей, соответственно, их надо правильно, пропорционально распределить, довести до взыскателей. Да, очень важная на самом деле задача. А в целом остановимся немного на том, как проходит работа, с какими сложностями, как правило, в работе приходится сталкиваться.
Да, вот я хотела бы отметить, что все-таки работа судебного пристава-исполнителя, она морально очень тяжелая. Мы понимаем, суды решения выносят, иные уполномоченные органы тоже решения выносят, а именно до конечного, да, итога, до конечного порога доводит все-таки судебный пристав-исполнитель. И это очень морально трудно. Ну, самые какие вот сложные, да, категории, это, например, выселение, да, выселение из жилого помещения. Например, я когда в Кобяйском подразделении работала, например, было, что у нас выселение было, мы поехали выселить, но, естественно, должник дверь не открывает, и еще потом перед дверью поставил ребенка, да. Вот как в данном случае вот пристав-исполнитель будет скрывать дверь, потому что с той стороны стоит ребенок, а с этой стороны мы стоим. Мгм. Ну вот очень сложное, потом снос незаконно возведенных строений, тоже это очень сложная категория исполнительных производств, потому что, конечно, кто свой дом, да, либо свой объект будет добровольно сносить, хоть и судебное решение есть. Ну, и в данном случае, опять же, судебный пристав исполнителя договаривается со специализированной организацией, нужно поехать и снести этот объект. Мгм. Ну и по алиментным платежам тоже это одна из как бы сложных категорий. Думалось бы, что да, каждый сознательный гражданин, должник, если есть решение суда, то он должен содержать своего ребенка. Но, увы, на практике, к сожалению, так не получается. Что пытаются уклоняться, да, вот уклоняться всяко разно, скрывают свои доходы. Причем хотелось бы отметить, что скрывают доходы даже те должники, которые как бы живут не бедно, живут не бедно. Ну, а потом вот у нас еще выдворение иностранных граждан за пределы Российской Федерации, да, это тоже как бы одна из сложнейших категорий исполнительных производств. А потом вот взыскание уголовных штрафов, которые суд назначил в качестве наказания за совершенное преступление. Мы понимаем, что уголовник, естественно, у них как бы ни гроша за душой нету, но при этом пристав-исполнитель должен с него взыскать и перечислить доход государства. Действительно, в принципе, с людьми так или иначе работаете, это всегда сложно. Но вот немного актуальную тематику затронем. На данный момент, говоря про вашу работу, актуален вопрос взыскания алиментов с мобилизованных граждан. Как вот сегодня ситуация с этим? Какое-то решение, какая-то процедура, может быть? Да, ну вот у нас 21 сентября, да, указом президента объявлена частичная мобилизация. И, соответственно, у нас каждый день по несколько заявлений поступает от должников, да, по алиментам, что они мобилизованы, либо в добровольном порядке они поехали в зону военных действий. Но в данном случае вот статья 43 нашего главного закона 229 федеральном об исполнительном производстве, то пристав-исполнитель приостанавливает исполнительное производство, и это как бы автоматически добровольно не делается. Здесь обязательно нужно заявление от должника, либо членов его семьи, что такой-то, такой-то мобилизован, просим приостановить исполнительное производство. Да, в данном случае вот все расчетные счета его разблокируются. Ну и, соответственно, если он работал, то мы отменяем удержание заработной платы. Но есть, конечно, категории сознательных граждан, должников, да, которые именно пишут: просим удержать, чтобы не образовалась задолженность. Потому что это же не освобождение от долгов. Это Рано, как да, каникулы да, какие-то. как каникулы, да, рано или поздно этот долг все равно он будет и есть. Наталья Ивановна, в завершении нашей беседы, к сожалению, времени не так много, еще можно было поговорить и много о чем. В завершении беседы предлагаю поздравить коллег. Да. Дорогие коллеги, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия, я искренне поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю семейного благополучия, выполнения плановых прогнозных показателей, служебной карьеры. Ну и хочется поблагодарить именно судебных пристав-исполнителей, дознавателей, судебных приставов по розыску, которые непосредственно работают на земле. И хочу поблагодарить вас за службу во благо закона, во благо правосудия.
Наталья Ивановна, я еще раз поздравляю вас, поздравляю всех ваших Спасибо. коллег. Спасибо за информативную такую беседу. Еще раз с профессиональным праздником. Спасибо. Ну а мы продолжаем наш эфир. В школе нас учили, что Родина — это место, где ты родился. Отрадно, что школьное определение слова «Родина», которое за прошедшие многих лет продолжает трактоваться как место рождения, оно также трактуется и у наших детей. Давайте послушаем учащихся 2 класса средней общеобразовательной школы номер 17. Родина – это место, где мы родились. Город, село, деревня. Много из разных стран и городов. Но у человека мама одна, и родина тоже одна. Родина – это что-то родное и светлое. Нет ни одного человека, у кого бы не было родины. У меня есть родина – это Якутия. Родина – это когда все рядышком, те, кто улыбаются и любят. Мама и папа, бабушка и дедушка, друзья и учительница. Я люблю свою родину от Луны и обратно. А я знаю стихотворение про родину. Слышишь песенку ручья? Это родина твоя. Слышишь голос соловья? Это родина твоя. Руки матери твоей, звон дождей и шум ветвей. И в лесу смородина. Это тоже родина. Родина – это Россия. Она всегда пишется с большой буквы. Мне нравится моя родина. Она очень интересная и загадочная. Я буду защищать свою родину, когда вырасту. Артисты республики на днях вернулись из военных частей Восточного военного округа, где выступили в качестве поддержки мобилизованных граждан. Выступления артистов из Якутии начались с концерта на полигоне в военной части в селе Князи-Волконское Хабаровского края, где проходят боевую подготовку мобилизованные из Якутии. В ходе гастроли артисты посетили с концертами военные части в Еврейской автономной области, Амурской области и Приморском крае. Как отметил постпред республики Ким Борисов, представители отдельных муниципальных образований Якутии в эти дни посетили военные части с поддержкой своих земляков, передали им дополнительные необходимые в службе вещи, медикаменты и предметы личного пользования. Якутская телебашня со вчерашнего дня до 4 ноября с 9 до 10 по местному времени горит цветами флагов новых регионов России. Мероприятие организовали в рамках Дня народного единства. Так, например, вчера, 31 октября, горожане могли наблюдать, как световая иллюминация загорелась цветами Донецкой Народной Республики. Сегодня, 1 ноября, мы будем лицезреть цвета Луганской Народной Республики. 2 ноября Запорожской области, 3 ноября Херсонской области, 4 ноября триколора России. День народного единства страна в этом году отмечает с новыми субъектами России. Теперь в составе нашей страны 89 регионов. Население увеличилось почти на 6,2 миллиона человек и составляет более 152 миллионов человек. Площадь Российской Федерации увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров. Принимать решения, быть ответственным нам с малых лет помогает чтение книг. Книги должны нас направлять и мотивировать. Особенно вдохновляют реальные истории. С одной из таких, кстати, нас сегодня познакомит рубрика «Книжная полка». Доброе утро. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24» НВК Саха мы поговорим с вами о книге, которая называется «Дикое опасное путешествие как способ обрести себя». О чем же эта книга? Когда жизнь становится черно-белой, когда нечего терять, когда нет ни цели, ни будущего, ни желания жить, люди порой решаются на отчаянные поступки. Так, потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил дошла до той черты, за которой зияла бездна. Ей нужна была веская причина, чтобы начать свою новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. Так начался ее новый путь. Поход Шерил был не только трудным, но и опасным. Ей пришлось пройти 27 километров по палящей пустыне с небольшим запасом воды, пройти по узкой тропе, расположенной свыше 2000 метров над уровнем моря, и взобраться на заснеженную гору с рюкзаком весом 36 килограмм. Но что же было сложнее? Выдержать тяжелейшие условия или найти ответы на свои вопросы? Полная опасности и приключения позволила Шерил кардинально изменить
изменить свою жизнь, обрести душевное равновесие и гармонию. Откровенный и эмоциональный рассказ женщины, преодолевшей себя, вдохновляет на наведение порядка в собственной жизни. Книга станет хорошим подарком для ценителей качественной прозы и вдумчивого чтения. К тому же бонусом здесь выступит то, что главной героиней является сама писательница Шерил Стрейт, перенесшая все тяготы жизни на себе, но, тем не менее, пришедшая к счастливой жизни. Я желаю вам приятного чтения. До новых встреч. Хорошие книги чаще, ведь чтение полезно не только для расширения кругозора, но и для развития словарного запаса. Фразеологизмы украшают нашу речь, делая ее образной и более эмоциональной. Их множество, и перечислить их не каждый возьмется, даже опытный лингвист. Поэтому остановимся на самых ярких, которые стали уже, что называется, крылатыми. Доброе утро, дорогие телезрители! Значение некоторых фразеологизмов русского языка мы просто-напросто запоминаем, потому что в их составе нет слов, которые бы отсылали, намекали на их значение. Например, когда мы собираемся охарактеризовать человека, который чему-то основательно научился, поднаторел, мы с вами говорим «собаку съел». И не зная происхождения этого фразеологизма, нам не очень понятно, причем здесь собака и почему ее надо съесть, чтобы чему-то научиться. Кроме того, наверное, не все знают, что у этого выражения есть продолжение. Собаку съел, да хвостиком подавился. Кроме того, что надо знать происхождение фразеологизма, надо немножко знать и историю нашей страны. Например, для знания значения фразеологизма «мыши кота погребают» надо вспомнить события, относящиеся к эпохе Петра I. После смерти Петра I появилась лубочная картинка, на которой был изображен огромный черный мертвый кот, который был очень плотно привязан к дровням. И позади этого мертвого кота шла веселая процессия, весьма разношерстная, мыши и крысы. А подписи под этими картинками были примерно об одном и том же. О том, что эта процессия, она на самом деле лицемерная. То есть на самом деле мыши и крысы лишь фактически, но не по-настоящему скорбят о смерти своего обидчика, кота. Конечно, это событие произошло давным-давно, но значение фразеологизма сохранилось. Когда мы говорим о лицемерах, о ханжах, которые неискренне скорбят о потере близких, мы с вами можем сказать «мыши кота погребают». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Санкт-Петербург с 19 по 21 октября стал площадкой, объединившей семью ВООПИК. Это Всероссийское общество охраны памятников культуры в том числе. Представители 25 региональных отделений общества приняли участие в межрегиональном форуме «Лидеры ВООПИК». Якутия также приняла участие. Непосредственно участник форума у нас сегодня в гостях Александр Дьяконов, ответственный секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Доброе утро. Доброе с приездом, утро. хотя состоялся он уже достаточно давно, тем не менее, стоит отметить вообще, что Дальний Восток России, в принципе, только Якутия представляли, насколько я понимаю. Да, к сожалению, да, вот на этом форуме по природозащите, вообще вот там присутствовала Сибирь, конечно, это Томск, Красноярский край, но дальневосточного региона только вот наша республика. Угу. Видимо, мы очень активно занимаемся охраной памятников, но мы об этом еще поговорим, потому что тема мне тоже достаточно относительно знакомая. Понимаю, что работа ведется неплохая. Вообще, мероприятие не впервые уже проводится. Расскажите о важности его, то есть первостепенная миссия этого форума. Первостепенная миссия — это все-таки, в общем, ситуация такая, да. Дело в том, что вообще ВООПИК — это одно из старейших еще советских таких вот общественных организаций. Она была создана в 60-х годах, и одни из основателей это были такие знаменитые академик, как Лихачев,
Допустим, у нас в республике, да, тогда Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, это был Сауроно Малон наш, да, народный писатель и известный историк Башарин. Вот с этого момента вот начало действовать. Но, к сожалению, 90-е годы, да, вот именно тот, так лихие их называют, были достаточно многие изменения. Очень многие регионы потеряли, то есть тот статус этих общественных организаций, хотя все регионы, да, еще в советском периоде, они имели свои отделения. И вот как раз вот где-то с 2010 года началось воссоздание этих региональных, там, областных, да, у кого как краевых именно отделений. В том числе и вот наша республика, мы возобновили свою деятельность в 2015 году. И вот поэтому вот такие вот форумы, они очень полезны в плане того, потому что все-таки самое главное, да, вот у нас в уставе что написано? У нас устав общий по всей Российской Федерации. Это сохранение исторического наследия. И второе – это содействие органам исполнительной и законодательной власти в деле защиты, охраны памятников нашего исторического наследия. Ну, суть форума, опять же, обменяться, да. Устав у вас один на всю Россию, тем не менее, в разных регионах так или иначе работа будет отличаться. Вот как раз-таки форум-то призван, наверное, для того, чтобы встретились люди, оценили чужое, показали свое. Как вообще наши проекты коллеги оценивают, есть ли чему поучиться у других регионов? Ну, вот у других регионов дело в том, что по нашему, да, дальневосточному округу, потому что все-таки у нас город Якутск, это старейший город вообще у Дальневосточного округа, потому что у нас многие уже наши коллеги с Дальнего Востока называют наш город Якутск это отцом всех городов Дальнего Востока. Нужно понимать, что такие города, как Хабаровск, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, они были созданы, образованы, эти города, эти области, края, эти регионы только с середины 19 века, а вот мы 17 века, и поэтому вообще вот на нас вот Москва, допустим, вот вообще вот центральная часть России, конечно, смотрит как вот действительно как на форпост освоения Северо-Востока Азии, да. И вот самое-то главное, конечно, у нас, к сожалению, 70-е, 80-е, 90-е годы, конечно, пропало очень много, большое количество уникальных памятников, да, вот именно 17 века. А вот у них, допустим, да, как раз вот, допустим, Калуга, Рязань, там, Оренбург, Астрахань, конечно, у них получилось так, что у них исторические квартала, исторические эти объекты, они сохранены. Но самое-то главное, эти города, они бурно развиваются, и поэтому, к сожалению, где-то федеральный закон 73, это ФЗ 73, вот основной закон, это по охране памятников, там, к сожалению, не соблюдается. И как раз вот мы на основе этого, вот этих форумов начинаем общаться и получаем опыт друг от друга. Отличительная черта, опять же, вот нашего региона, потому что вот как именно с 2015 года наша республика, опять же, при содействии законодательного органа, как Илтумен, было решение о создании нашей организации, именно по нашей республике, мы начали работать. С этого момента у нас получилось так, что хотя бы то, что у нас осталось, мы пытаемся это все сохранить, да. Ну и как получается? Как получается? Больше всего вот нашим коллегам вот из центральной части России заинтересовали вот наши проекты, да. Это вот совместно с Департаментом охраны памятников, это в первую очередь такой проект, как «Сохраним памятники». Вот один из первых объектов по этой программе, это была инициатива, собственно, департамента, да, и вот мы ее очень активно поддержали. Это была реставрация мельницы Топчанки именно в Черкевском музее в Татинском Улусе, где вот как раз именно первую почину это сделал такой вот глава нашей республики Асен Николаевич со своей супругой, где они вложили собственные средства на реставрацию этого объекта. И после этого уже пошло вот такое прямо движение, действительно большое. И вот на данный момент у нас уже 34 объекта отреставрировано, где-то отремонтировано на средства как раз вот, собственно, самих жителей нашей республики.
То есть в вопросе сохранения памятников Якутия сегодня демонстрирует такую неплохую коллаборацию, скажем так, именно общества и исполнительных органов власти. Да. Ну да, действительно, многим регионам, наверное, хотелось бы так же Да, но строить да, систему. дело в том, что даже когда мы обсуждали, вот многие прямо высказались, а почему бы главу нашей республики не позвать на очередное вот такое собрание, где бы он дал бы пример уже другим губернаторам, главам других регионов. Ну, почему бы действительно нет? Да. Вот. Ну вот мы сказали, что 34 памятника уже отреставрировано. Сколько вообще на сегодня в Якутии расположено объектов культурного Ну, наследия? их более 1000, да. Из них половина это объекты археологического наследия. Ну, если это, собственно, территория, да. Ну и где-то половина, получается, у нас это объекты именно, это памятники Великой Отечественной войны, это памятники гражданской войны, это памятники, собственно, бюсты, и в том числе это отличительная черта нашего региона, это памятники деревянного зодчества. Ну, и тоже немаловажный вопрос. В 2 словах буквально, если человек тоже хочет нести свой вклад в сохранение, нет у него средств, чтобы вложиться и именно там реставрацию оплатить, но хочет руками, может быть, помочь, где это возможно. Есть ли такая возможность? Есть, конечно. Дело в том, что вот у нас есть сайт общий, опять же, да, он называется WAPIC, то есть вы можете вбить любую поисковую программу, найдете WAPIC, и там, собственно, есть уже готовые информация, где нужно заполнить, то есть любой гражданин Российской Федерации может вступить в члены нашего общества, но самое главное, это быть не просто, да, получается, быть участником, где-то просто зарегистрированным, но надо все-таки принимать активное участие в деятельности. Александр Васильевич, спасибо за беседу, за то, что поделились ее опытом. В принципе, рассказали о том, как неплохо у нас достаточно в республике. Надеемся, что еще лучше будет, и еще будет больше энтузиастов, которые будут в это дело вливаться. Спасибо вам еще раз. Мы продолжаем. Поговорили мы про культурное наследие и немножко тему продолжим. Знаете ли вы вообще, когда у нас в республике зародился такой вид спорта, как стрельба из лука? В 1962 году сборная Якутии успешно участвовала на спартакиаде Дальнего Востока и Сибири по национальным видам спорта. Однако в составе нашей сборной не было стрелков из лука, потому что этот вид спорта в Якутии не культивировался. Чтобы не сняли штрафные очки, гиревик команды Павел Стасов впервые в жизни взял лук, принял участие в соревнованиях и занял 4-е место. Так, в нашу республику в 1962 году пришел новый вид спорта. И это неудивительно, ведь именно про якутов говорят: меткие белки в глаз попадают. И до появления огнестрельного оружия на протяжении многих век якутский лук был самым эффективным оружием в руках охотника. Сегодня в рубрике «История одной вещи» мы посетим Верхоянский музей, где как раз хранится экземпляр такого уникального лука. Музей «Полюс холода» был открыт в 90-м году в городе Верхоянске, который находится за полярным кругом. Все экспонаты музея – это результат многолетних экспедиций школьников по 16 маршрутам района, организованным в то время учителями-энтузиастами Христофором Слепцовым и Варварой Кириллиной. Вначале, работая учителем в Верхоянской средней школе, Варвара Захаровна Кириллина в период 1977 года организовала экспедиции туристско-комплексные со Слепцовым Христофором Егоровичем. Христофор Егорович организовывал палеонтологические экспедиции. Экспозиция в музее постоянно обновляется. Однако жемчужиной выставок остается старинный охотничий лук. Лук, так же, как и во всех тюркских племенах, использовался в качестве оружия дистанционного боя. Вот перед вами мы на якутский лук северного типа, сложносоставной, 18 века. Это находка также руководителя туристических экспедиций с учащимися Верхоянской средней школы Варвары Захаровны Кириллиной. Вот. Она прибыли в местность Ыкыл, это на берегу реки Яны, по маршруту Сайды, Охтах, Намы. И вот они увидели на надземном захоронении, вот такой вот арангас, да, надземное захоронение, нашли этот лук. В
В старину восхищались стрелками и уважали их, а самым метким ботурам давали звание берген, то есть меткий. Отличием якутских луков от остальных северных народов служило большее количество деталей, применяемых при изготовлении лука. Размер же оружия зависел от роста его хозяина. Основными материалами служили береза и лиственница. Склеивание компонентов лука делалось с помощью рыбного клея. Иногда спинка оклеивалась тонким слоем жил, но это применялось редко. Вот саму тетиву они же из ремней готовых шкуру обрабатывали вначале. Мяли, потом скручивали специальной техникой. До 5 миллиметров она была скручена, эта веревка, кирся. И вот при натягивании с помощью вот этих вот костяных пластин метко стрелял. Даже вот якутский лук не деформировался, не деформировался. И вот эта вот береста защищала от атмосферных явлений. Впоследствии в целях сохранения данного уникального лука заведующий музея имени Емельяна Ярославского сделал копию экспоната, которая также хранится в Верхоянском музее. Ну а если говорить глобальнее, то в наши дни в Якутии стрельба из лука начинает новое возрождение. Надежда Саханская, Григорий Николаев, Верхоянский район. Ну, а прямо сейчас пришло время передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Более 500 школьников из республики приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Сообщается, что школьники из Нерюнгри и Алдана в эти дни на уроках мужества, проведенных молодежным десантом Якутии, написали сотни писем военнослужащим с добрыми пожеланиями и благодарностями, а кто-то вложил рисунок в письмо. Дети отмечали храбрость и героизм защитников. Как отметил Айсен Николаев, данная акция в регионе будет продолжена. Также Якутия выиграла около 86 миллионов рублей на создание школ креативных индустрий. Это новый формат организации творческого развития и образования детей. Такие школы будут созданы при Якутском художественном училище и колледже культуры и искусств. Всего откроют 6 направлений. Учащиеся будут заниматься электронной музыкой, фото-видеопроизводством, анимацией и 3D-графикой, изучать интерактивные цифровые технологии. Проект рассчитан на школьников от 12 до 17 лет. Конечно, рады были. Мы хотели и так что-то вот такое создать, школу для детей и так далее. Школа будет находиться на 1-м этаже, будет капитальный ремонт и так далее. Ну, со следующего года уже будет набор. В Москве показали новый фильм якутской епархии под названием «На Колыме за веру пострадавшие. Якутия, Магадан». Картина – это часть межрегионального проекта победителя грантовых конкурсов Фонда президентских грантов и православной инициативы. Его цель – привлечь внимание широкого круга зрителей к трагедии 20 века, массовым репрессиям. В фильм вошли кадры из населенных пунктов, расположенных на Колымской трассе, дороги на костях, которую строили заключенные. И зрители смогут познакомиться с этими людьми. В скором времени посмотреть картину смогут и якутяне. Показ проведут в одном из кинотеатров абсолютно бесплатно. В этих фильмах рассказываются как раз истории. И до сегодняшнего дня есть жители как Магаданской области, так и нашей республики, которые помнят тех заключенных людей, которые находились в лагерях или которые выходили после этих лагерей и оставались жить на территории нашей республики, на территории Магаданской области. Эти истории очень душераздирающие, потому что в этих фильмах мы показываем и архивную хронику, мы показываем музеи, мы общаемся в этих фильмах и берем интервью у тех людей, которые собирали по крупицам материалы об этих людях, которые невинно пострадали. Последняя в этом году короткая рабочая неделя началась в России. Она будет 4-дневная из-за Дня народного единства. С 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг – предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на 1 час.
При этом по закону наличие нерабочих праздничных дней не служит основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса. Сдельщикам и сотрудникам на почасовой оплате, которые не работали 4 ноября, должны выплатить дополнительное вознаграждение. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Но мы продолжаем. Это «Утро Якутии», 1 ноября на календаре. И еще одна дата отмечается сегодня – это День вегана. Веганство является наиболее строгим проявлением вегетарианства, то есть его последователи отказываются от потребления продуктов, полученных в результате эксплуатации и забоя животных. Они исключают из своего рациона мясные и рыбные блюда, молочные продукты, яйца и даже мед. А вот рецепт предлагаемого нами завтрака сегодняшнего, уверен, будет полезен всем без исключения. Итак, сегодня готовим салат с киноа. Всем доброе утро. Меня зовут Бисов Александр, являюсь бренд-шефом парка Урдел, ресторана высоты 160. Сегодня мы с вами готовим салат с киноа, авокадо, рукколой, томатами черри и апельсином под медово-горчичной заправкой. Так, киноа. Киноа варить достаточно быстро, в течение 10-15 минут. Разваривается так же, как обычная крупа, в 1,5 раза. Но даже если вы случайно упустите время, ее не переварить, то есть она не как гречка будет, или как овсянка, похожая на кашу. Крупицы останутся крупицами. У меня уже киноа сварено заранее. Киноа бывает черное и белое. В данном случае у нас я смешал 2 крупы, и черную, и белую. Добавляем томаты черри. Сегменты у меня крупные, я делаю чуть меньше. Делаю пополам и еще раз пополам. Добавили. Добавляем рукколу. Далее добавляем сегменты апельсина. Также опять они у меня крупные, вы можете нарезать меньше, что я сейчас и сделаю. Апельсин прибавляет свежесть, салату сочность. Такой, знаете, утренний такой витаминный заряд. Далее мы добавляем авокадо. Очищаем его от кожуры, естественно. Так, авокадо – это как растительное мясо. Обладает большим количеством белков, жиров, аминокислот. Очень питателен. Мягкий маслянистый вкус. И хорошо сочетается с огромным количеством продуктов. Добавили. Для того, чтобы вкус был более полноценным, естественно, мы приправляем это все специями. Немножко перца черного, немного соли. И самое основное, заправка, которая нас, все эти ингредиенты, соединит в полноценный гармоничный вкус. Заправка будет классическая, медово-горчичная. Будем использовать мед, самый простой. Масло. Можно добавить оливковое масло, если хочется более насыщенный вкус, или добавить обычное рафинированное, дезодорированное, что, собственно, я и делаю сейчас. И дижонская горчица. Значит, добавляем. У меня сейчас зерновая, но можно использовать обычную протертую. Добавляем ее в миску и интенсивно перемешиваем. Перемешиваем до однородного состояния. Смотрим на консистенцию. Если консистенция густая, а хочется, чтобы салат был более такой рассыпчатый, то добавить можно больше масла. Все, готово. Добавляем заправку в салат. И перемешиваем все содержимое. Далее добавим еще один ингредиент, это чесночное масло. Добавлять его нужно совсем чуть-чуть. Сочетание чесночного масла придаст определенный оттенок, очень такой ароматный, но не будет доминировать в общей гармонии всех ингредиентов. Берем тарелку, подходящую для этого блюда, салат, глубокий салатник. И выкладываем. Также можно добавить еще немного свежей рукколы в качестве уже украшения. Салат с рукколой, авокадо, киноа, томатами черри и сегментами апельсина с заправкой медово-горчичной готов. Приятного аппетита!
Сервисы путешествий зафиксировали, что россияне стали активнее бронировать гостиницы внутри России на предстоящие новогодние праздники. На фоне отмены авиасообщения проседают крымское направление, при этом популярнее стали горнолыжные курорты. Итак, где россияне стремятся провести новогодние каникулы и во сколько обойдется отдых? Выбор туристов пал на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Архыз, Ярославль и Кисловодск. Вместе с тем наблюдается высокий спрос на горнолыжные курорты, такие как Архыз, Домбай, Шерегеш и Терскоп. При условии раннего бронирования на поезде можно будет немного сэкономить. Еще один способ сократить расходы – отправиться в новогодний тур не в самые ходовые даты. Перелет в обе стороны из Москвы по России в период новогодних праздников в среднем обойдется в 12 500 рублей. Цены на размещение в отелях категории 3 звезды в среднем по России составляют 4000 рублей на новогодних праздниках. По статистике, россияне стали на 20% чаще резервировать гостиницы в России на предстоящие каникулы, которые пройдут в январе, по сравнению с прошлым годом. Ну, а теперь мы мысленно перенесемся в Республику Мордовия. В Саранской пожарной части несет службу кошачья семья. Главу пушистого караула приютили полгода назад. Кошку принес начальник для создания уюта и теплой домашней атмосферы, которой порой не хватает. Спустя 4 месяца та, которая якобы кошка гуляет сама по себе, которая якобы увеличила штаб усатых спасателей и окатилась. Семейство большую часть времени проводит в комнате психологической разгрузки, где пожарные отдыхают. Котята освоили не только азы психологии, но и постепенно стали изучать пожарное дело. На видео кошка умело взбирается по лестнице, а котята бесстрашно бегают по части во время строевой подготовки и примеряют на себя главный атрибут – каску спасателя. Пожарные трепетно относятся к пушистым коллегам, кормят, гладят и ухаживают за ними. По словам сотрудников, из 4 котят 1 нашел новый дом, а 3 остались жить в большой пожарной кошачьей семье. Вот такие вот повороты бывают. На самом деле очень здорово, когда в такой, казалось бы, сложной, рискованной, опасной профессии тебя всегда поджидает какой-то вот пушистый товарищ, который, может быть, с тобой в дом горящий не войдет, но, тем не менее, психологическую нагрузку снять после очередного героического выезда на тушение он обязательно поможет. Поэтому желаю вам, дорогие друзья, чтобы всегда был у вас в жизни такой товарищ, пускай и пушистый, который всегда поддержит вас в трудную минуту. На этом наш эфир подходит к концу. Завтра в этой же студии, в это же время мы вновь увидимся, вновь встретим новый день и будем заряжаться на плодотворное проведение следующего дня.